Вы смотрите итоги дня. О самых заметных событиях расскажут наши корреспонденты. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Роли, перспективы развития креативных индустрий в новой экономической реальности. Глава Якутии принимает участие в деловой программе форума «Российская креативная неделя». Рискуя собственной жизнью, полезут в завалы, чтобы спасти других. Военизированная горноспасательная часть отмечает столетний юбилей. С 1 июля в России вступили в силу множество изменений в законах. Наш корреспондент собрала все это воедино и расскажет доступным языком. Площадка для обмена мнениями и поиска новых решений. 100 школьников из разных стран и регионов России участвуют в конференции Science Fair. Федеральный пробег станет мировым рекордом. Стартует автомотопробег «Золотая Колыма» по совершенно новой трассе туризма Якутск-Магадан. Якутия представит свои проекты на площадках Российской креативной недели в Москве. В частности, республика покажет уникальный проект развития российской сети кинопроката «Экстра Синема». Новое технологическое решение и проектор разработаны на базе технопарка Якутия. Кинопроектор и платформа для расширения киносети предназначены прежде всего для регионов с низкой плотностью населения. В настоящее время проходят пилотную реализацию в 10 населенных пунктах. На приобретение оборудования муниципальным учреждениям выделены средства из республиканского бюджета. По затратам решения в несколько раз дешевле аналогов. К слову говоря, глава Якутии с рабочей командировкой находится в Москве и принимает участие в деловой программе 3-го форума «Российская креативная неделя». В пленарном заседании главы субъектов, представители органов власти и отраслевого сообщества обсудят роли и перспективы развития креативных индустрий в новой экономической реальности. Панельная дискуссия посвящена теме «Национальная театральная школа. Креативный контекст от Крыма до Камчатки». На полях форума будет подписано соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным учреждением «Роскультцентр» и Республикой Саха-Якутия. Также на площадке сессии семинара Якутия поделится своим опытом проведения первого в России медиа-акселератора. Военизированная горноспасательная часть отмечает столетний юбилей. Если нужно, рискуя собственной жизнью, полезут в завалы, чтобы спасти других. Они сотрудники ВГЧС. Горноспасательная служба образовалась в России век назад. Эти спасатели работают в основном под землей, в шахтах, рудниках и штольнях. Почему люди выбирают опасную профессию? Ответы в сюжете. На сапоге Дима Суфьянова коллега плотно завязывает страховочную веревку, чтобы пройти сквозь завал. Шахта не настоящая, учебная, но мужчина не раз доставал людей из-под реальных завалов и спасал жизни. Пришел в профессию по зову сердца. Каждую историю спасения помнит. После обрушения закладки вытаскивали по 2-3 человека. Они были нетранспортабельны. Внутри волнение все равно есть. Хочется оказать ему помощь и вытащить на поверхность. В горноспасательном деле важна как физическая, так и моральная подготовка. Действовать нужно быстро и продуманно. Личный состав готовится к тому, чтобы профессионально выполнить при необходимости свои обязанности, свой долг. Это у нас физическая подготовка, психологическая подготовка, теоретическая подготовка. Очень большой пласт прям теоретической подготовки. Весь комплекс занятий, который проводится с людьми, он позволяет впоследствии человеку быть профессионалом своего дела и не задумываться о том, как ему что делать в тех или иных ситуациях. 100 лет назад в России образовалась горноспасательная служба. Ее сотрудники работают в основном под землей, в шахтах, рудниках, штольнях. Сегодня в Мирнинском районе в состав отряда ВГСЧ входят 3 горноспасательных взвода – Мирнинский, Айхальский и Удачнинский. А вот Мария Арыку в шахту не спускалась, однако работает инженером лаборатории, которая тоже входит в состав ВГСЧ. Здесь проверяют состав рудничного воздуха на загазованность и запыленность. Еще со школы женщина знала, хочет работать в лаборатории. Всю жизнь посвятила воздуху, и если Мария не спасает жизни, то точно бережет. Здоровью в первую очередь. Жизнь тоже зависит, потому что если неправильно производить анализы, это может произойти взрыв, если прибор, если неправильно показывает, тоже могут быть всякие ситуации.
Мария Арыку проработала в лаборатории почти всю жизнь. В день образования горно-спасательной службы в России женщина получила награду за заслуги. Работа в ВГСЧ, она требует высокого профессионализма, личной отваги, мужества, дисциплины. Потому что нередко приходится рисковать своей жизнью, своим здоровьем. В этот же день в городском парке открыли мемориал, посвященный этому событию. Большой камень, как напоминание о каждом завале и обрушении, из-под которых смелые и отважные мужчины без доли сомнения вытаскивали когда-то пострадавших. Анна Брянская, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Новые правила оформления инвалидности, паспорт за 5 дней, медпомощь без полиса и многое другое. С 1 июля вступили в силу множество изменений в законах. Собрала все воедино наш корреспондент Светлана Амосова. С 1 июля срок изготовления паспорта сократился до 5 дней, вне зависимости от оснований для его оформления. Ранее при стандартном обращении его делали 10 суток, а при необходимости заменить или выдать не по месту жительства – 30 дней. Соответствующее заявление можно подать в любое подразделение Министерства внутренних дел по вопросам миграции или в многофункциональный центр «Мои документы». Вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому граждане могут зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания в любом регистрационном органе в пределах городского округа или муниципального района. Регистрация по месту пребывания и месту жительства также будет возможна в электронном виде через портал госуслуг. Теперь при получении медицинских услуг не обязательно предъявлять полис ОМС, достаточно иметь при себе паспорт. Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о признании лица инвалидом. Граждане могут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы – очной при личном присутствии или заочной, когда все необходимые документы поступают из медорганизаций в Бюро медико-социальной экспертизы через систему межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, направлять на медико-социальную экспертизу будут только медорганизации. Ранее такое право было также у органов пенсионного обеспечения и соцзащиты. Перестанет действовать автоматическое продление инвалидности на полгода. Эта мера действовала в связи с пандемией. С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и индивидуальные предприниматели вправе применять особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пений и штрафов. С ее помощью оплата будет проходить одним платежом. Такой порядок со следующего года будет обязательным. Кроме того, Федеральная налоговая служба России возобновляет принятие решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников. Также с 1 июля размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до 1,5 лет будет увеличен вдвое и составит 30 тысяч рублей. Первые повышенные выплаты за июль будут начислены в августе этого года. Что касается защиты пенсии, если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход. По всей России с 1 июля начала работу онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Витрина данных ГИБДД – это единая цифровая платформа, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишения водительских прав. Банки обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов. Ну а с 3 июля вступили в силу изменения в порядок досрочного возврата потребительского кредита – займа. Установлено, что полная стоимость кредита в процентах годовых должна указываться с точностью до 3-го знака после запятой. Помимо этого установлен порядок информирования физических лиц об условиях заключаемых договоров банковского вклада. В договорах с физическими лицами должна быть таблица условий, содержащая информацию по установленному перечню. Кроме того, в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора должно быть указано значение минимальной гарантированной ставки по вкладу, порядок расчета которой определяется Банком России. Также с 1 июля заявление о сохранении прожиточного минимума
можно будет подать напрямую в кредитную организацию. Это значит, что доходы в размере прожиточного минимума можно защитить от списания, даже если исполнительный документ передан в банк без привлечения судебных приставов. Защитить эти деньги при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к приставу. Экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-переводчики могут работать только при условии прохождения ими периодической аттестации. Экзамен будет проводиться раз в 5 лет. Уголовная ответственность за побои. С 9 июля, если побои наносятся человеком, у которого уже есть уголовное наказание за них, то его привлекут не к административной, а к уголовной ответственности. За это будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные до 1 года, ограничение свободы или арест сроком до 6 месяцев. Теперь суды смогут прекращать уголовные дела при неявке на заседание частного обвинителя без уважительных причин. Изменения направлены на защиту прав подсудимого. При назначении условно-досрочного освобождения учитывается весь период, в течение которого заключенный отбывал наказание. Раньше, если осужденный был приговорен к определенному виду наказания, а затем его заменили более мягким, срок отбытия наказания, необходимый для применения УДО, начинали считать заново. Почему убрали доплату за вредность тем сотрудникам компании, которые работают с ионизирующим излучением? Такой вопрос прозвучал в мае на хозактиве 2022. Многие сотрудники Алроса считают, этот вид излучения относится к вредным факторам на производстве, и за него должны доплачивать. Так ли это? Отвечаем в сюжете. Максимальная зафиксированная мощность дозы 69 нанозивертов в час, максимум по нормативам до 3000 нанозивертов в час. Серым дозиметром Михаил Кондратьев проверяет уровень ионизированного излучения на рентгенолюминесцентных сепараторах раз в месяц. В этот раз замеры производят на 3-й обогатительной фабрике Мирного. Здесь больше 10 сотрудников работают на оборудовании, внутри которого излучение. Но, как показывает проверка, на работников данное излучение не влияет. Однако в Алроса строго следят за безопасностью на производстве. Каждый сотрудник подлежит индивидуальному дозконтролю. Во время выполнения своих обязанностей каждый сотрудник носит индивидуальный дозиметр, который раз в квартал сдается в нашу лабораторию, считывается доза. Работник знакомится с этой дозой под роспись, и данные дозы передаются в единую систему контроля индивидуальных доз России. Существует несколько категорий сотрудников, которые подвержены излучению на предприятии. К категории «Б» относятся те, кто находится в зоне рентгеновского излучения, например, работники аэропорта. Лента, на которой просвечивают чемоданы, частично облучает пространство. А вот категорию «А» дают наладчикам сепараторов и аппаратчикам. Они ежедневно напрямую имеют связь с оборудованием с ионизирующим излучением. Сотрудникам не стоит переживать по тем причинам, что первое, аппараты, установленные на фабрике, рентгенолюминесцентные сепараторы, имеют несколько степеней защиты, а именно это защита корпуса защита аппарата, вторая – это защитные блокировки на дверях, то есть при открытии дверей рентген выключается автоматически, сигнальные фонари. Ну и также это, естественно, регулярный радиационный контроль. Работников компании интересует выплата компенсации за вредность. Почему ее отменили и будут ли возобновлять? Такой вопрос сотрудники Алроса задали руководству в мае на форуме «Хозактив-2022». Ни разу у нас не было зафиксировано превышений сверхустановленных нормативов. Поэтому оплата за вредные условия труда, именно за ионизирующее излучение, она не производится. Возможно, может идти речь о льготном пенсионном обеспечении, но это вопрос компетенции пенсионного фонда. Эксперт отметил, за работу в условиях ионизирующего излучения в компании никогда не было отдельной выплаты. В подразделениях есть различные производственные факторы, вибрации и шумы. Вредными они становятся, когда превышают государственные нормативы. За последние 20 лет превышения по ионизирующему излучению специалисты не фиксировали. Анна Брянская, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».
Нашествие клещей в Алданском районе продолжается. В настоящее время количество случаев нападений достигло прошлогодних показателей за весь эпидемический сезон. Среди снятых кровососущих обнаруживаются инфицированные. Наступившим летом от укусов клещей пострадали более 80 жителей Алданского района. Здоровье нескольких пострадавших было подвергнуто реальному риску. Снятые с них кровопийцы оказались инфицированными. Все пострадавшие получили экстренную профилактику иммуноглобулином. На сегодняшний день зарегистрировано 88 случаев нападения клеща на человека. Напомню, что за весь прошлый эпидсезон было 89 укусов. То есть на сегодняшний день мы уже практически отогнали показатели прошлого года. 100 школьников из разных стран и регионов России участвуют в конференции Science Fair. Научная конференция-конкурс стала площадкой для обмена мнениями, поиска новых решений, даже новых направлений в науке. Подробнее о конференции смотрите далее. Михаил Плетнев и Кристина Курмак из Ростова-на-Дону представляют специализированный учебно-научный центр ЮФО. В этом году они окончили 10 класс. На научной конференции ребята подготовили проект по исследованию функциональных материалов. Значит, проект у нас, нам нужно было доказать, чувствительна ли инфракрасная спектроскопия, то есть электромагнитное излучение, структурным изменениям вещества. Гипотеза была подтверждена, да, чувствительно. Так как мы работаем с катализаторами, это все применяется с катализатором, то это может использоваться как в химии, нефтехимии, фармацевтике и машинном производстве, то есть в двигателях внутреннего сгорания. В конференции представлены 4 секции, где по социально-гуманитарным наукам ученица Центра творческого развития и гуманитарного образования города Лёкмец Сарглана Нагыл представила проект, которым она занимается на протяжении 2 лет. Моя тема называется «Фенология борщевика рассеченного в условиях Алёкминского района». И моя тема заключается в том, вот вы наверняка слышали о борщевике Сосновского, он также распространен в центральной России. Но что касается Якутии, он тут также очень вреден. Борщевик рассеченный, он, попадая в городскую среду, он также является сорным растением, что может вредить природной экосистеме и здоровью человека. Интеллектуальные игры сами по себе способствуют тому, чтобы дети развивались в другом научном измерении. А презентованные во время конференции проекты принесут большие достижения участникам. Анна Васильева, Александр Слепцов, Якутск. Единственная девушка в группе автомехаников защитила диплом на отлично. Несмотря на то, что эта специальность всегда считалась мужской, находятся девушки, которые выбирают эту профессию и успешно проходят обучение. Героиня нашего сюжета Анастасия Конюшева. Конюшевой Анастасии Александровне. Долгожданный момент для Анастасии Конюшевой, как и для всех ее одногруппников, получение диплома о профессиональном образовании. Сейчас она квалифицированный автомеханик. Настя – единственная девушка в группе и в колледже, которая выбрала себе для жизни эту мужскую профессию. Многие не понимали, как ты будешь тобой работать, это же тяжело, постоянно в мазуте, в масле, постоянно говорили такие слова. Чаще всего я говорила, мне нравится, не вам в грязи копаться. Во время учебы Настя наравне с парнями выполняла все практические задания, в том числе и сложные по ремонту и обслуживанию автомобилей. Даже купила себе машину для того, чтобы вникнуть в работу, как говорится, с головой. На самом деле профессия очень сложная, автомеханика. У нас надо как работать руками, но надо и работать головой. Если у сварщиков, допустим, у них надо уметь варить, то здесь надо подумать. Особенно такие, допустим, как диагностика, электрика автомобиля. Там просто так не получится залезть и что-то сделать. Надо думать. Насте хорошо давалось, так как она целеустремленная. Ей нравятся автомобили. Я ее неоднократно видел даже за рулем собственного автомобиля. Сейчас, конечно, не скажу какой, но была 6. Эта молодая, привлекательная девушка может с легкостью поменять такие детали в автомобиле, как амортизатор, пыльник, сальник, воздушные фильтры. Анастасию уже пригласили на работу на одно из предприятий района. В планах я хочу устроиться на ПТП в старом городе. Я как раз-таки у них проходила практику. Но единственное, туда хочу устроиться не как автомеханик, а как диспетчер. И как раз там нужно мое образование. Как раз я отучилась, что диплом есть. И
И в любом случае не буду упускать момента, чтобы, допустим, попасть к ним. Анастасия признается, что изначально просто хотела доказать, что девушки водят машину не хуже мужчин. А сейчас любимое хобби стало профессией. Ирина Жданова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Облагородить свой дом и получить за это 50 тысяч рублей могут мирнинцы. Традиционно в преддверии Дня города и алмазодобывающей промышленности проходит конкурс «Мой дом, мой двор, мой подъезд». Тематика этого года – столетие образования Якутии и год матери. Поэтому жюри приветствует оформление дворов в этой теме. В конкурсе участвуют 13 мирнинцев, жители многоквартирных и частных домов, а также владельцы дачных участков. Награждение будет именно на День города при всем честном народе. Далекое может стать близким, а недоступное – доступным. С таким лозунгом с завтрашнего дня по заданию Русского географического общества стартует автомотопробег «Золотая Колыма» по совершенно новой трассе туризма Якутск-Магадан. Организатором мероприятия является основатель движения «Сел и поехал» Павел Кобяк. За ним будут 50 мототуристов из более 30 городов России. Федеральный пробег «Золотая Колыма» станет мировым рекордом, который будет внесен в Книгу рекордов. Природа Якутии, я, к сожалению, видел ее пока только на картинках, потому что, хоть про меня и говорят, что я тот мототурист, который был везде и изъездил, у меня как раз есть огромное белое пятно. Я с Якутска до Магадана ни разу не ездил. И теперь благодаря Павлу Кобяку, спасибо огромное, что пригласил, я могу закрыть этот огромный пробел. Для меня это еще новый экспириенс, новый опыт, потому что все мои рекорды, все мои мотопробеги, они одиночные. И я первый раз для себя получу новый опыт, я буду ехать в веселой компании. На этом у нас вся информация, но мы продолжим следить за событиями. Всего доброго и до свидания.